я Аврил Гиркил. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы находимся в гостях у эвенков. Мы давно с ними не встречались и всегда очень рады встретиться со своими сородичами. Вот вы видите на столе красивые изделия, сделанные из меха, из бисера и из таких материалов, которые вам пока неизвестны. Но об этом речь пойдет чуть позже. У меня красивое украшение. А из чего оно сделано, кто-нибудь знает или нет? Это тоже большой секрет, потому что об этом может рассказать только сама мастерица. А наша мастерица присутствует здесь. Вот Галина Степановна Киригяева. Галина Степановна Киригяева, она одна из старейших эвенков нашей ассоциации. Так что она давным-давно участвует во всех мероприятиях, которые проводят эвенки, является одной из основательниц, зачинателей Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия. И вот на протяжении многих лет она выступает в спектаклях, поет песни, участвует в различных наших мероприятиях, таких как Бакалдын, Сингелген. Ни одно из них никогда не проходит без ее участия. Я родом из Учурских, Хабаровских, из Верховья Учура, рода Бута, великого рода Бута. Мои родители были всегда оленеводами, и до сих пор мои племянники там же живут, где я родилась, в Ганаме. У них родовая община Ганам и вторая община имени моего старшего брата Владимира Степановича. Тут много изделий, которые сделаны вашими руками. И я знаю, когда вы выступаете, вы всегда себе подыгрываете вот на музыкальном инструменте. Как он называется, вот этот инструмент? Манкурук. Вот этот манкурук. Почему манкурук? Раньше, когда я маленькая была, вот эти копыта пришивали к мешку солью. А потом звалили ей. Оленя где-то на горе, да. Ага. И они звали мык, поэтому она называется. Они, оленя, прибегали прямо с пеной во рту, чтобы они зовут соли, нас, да, соль или зовут сюда домой. И вот с тех пор вот это придумали, и как музыкальный инструмент. А вот это вот очень интересное ожерелье, из чего оно сделано? Это я последние, 20. Эти косточки никто, всегда говорю, угадайте, никто не может угадать. Это, между прочим, как сказать, косточки шеи глухаря. Они вот одного глухаря. Вот от шейной, сам начиная, они все разные. Вот. Тут всякие, я ни одной дырки ничего не делала, только почистила и помыла, почистила и сделала вот на это. Никакой дырки, ничего, никаким ножом. Потому что у них сами вот и дырки, видите, и какие там косточки вот эти торчат. И интересные вот это, вот самые. Еще. А эту шею глухаря кто вам добыл? Ну, глухарь у нас самый дичь, самые, как сказать, которые любят эвенки. На суп и все. А вот это еще ожерелье. А вот эти ожерелья, которые на вас и на этом, да? Эти все косточки, которые вот здесь лежат, все от копыт оленя. После холодца я оставляю вот эти косточки. Все хоть мелкие, хоть длинные, большие. Вот это, например, да? Это как задняя копытца, которые упираются, вот маленькие, внутренняя косточка. А вот большие, правда, не взяла, они из этих передних. Вот большие. Ну, эти большие, первая косточка, от этого, после копыта. Так что ничего не выкидывается. Все идет в дело. Почистили, это как ее помыли и потом дырки сделали и на ожерелье. На украшения и женские, и мужские. Мужские делаем вот такие, например, с колокольчика. Вот. С колокольчиком, побольше колокольчик, хорошо звенят. Ой, это правда, мы что? Обычным мужчинам такие одеваем. А вот женские такие красивые. А вот женская без колокольчиков, да? Без колокольчиков. А теперь
дорогие телезрители, для вас Галина Степановна исполнит музыкальный номер. Ну, эта песня у меня появилась, когда только образовался этот социальный, потом я вспомнила песню матери. Родовую песню «Аян, Аян». Вот эта песня и женщины, и мужчины. Мужчины в своем другом этом варианте поют, но и того же этого мотива, и ну, чуть-чуть, как мужские. Вот мои дяди, и Григорий, и Гаврий Николаевич, все они вот пели вот эту. Это после песни вспомнил родовую нашу «Аян, Аян». Аян, почему Аян, Аян? Это течение реки, потому что эвенки всегда жили в реке. И вот, видимо, журчание речки, вот, и, как сказать, ну, песня. Да, и течение реки это все равно напоминает как течение жизни, да? Да, Жизнь да. течет, жизнь идет, и венки живут, и будут жить. И будут жить. Вот эту песню мамину я вспомнил и стала я петь. Аян, 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 аян. Безерге коннаван кел, ора карборерге чанел, гараудолен олге танел. Aya mama de bejen keten, aya nayen, nayen, aya nayen, aya nayen, nayen, aya nayen. Ta do kenel ke amaraken, dukta do kaba kaldaksal. أكلته أبكلته أبين ماتين أبين كتين يا نيين يا نيين. Эта песня очень длинная, потому что поется, что вот лето приходит, как они ловили рыбу, а потом осень приходит, когда вот эти дерутся быки, это все. Когда вот на ход идут на дикого ледь, а потом, когда зима, они по своим ручьям расходятся и бьют белок, там лисиц, и даже вот эти вот соболя. Ага. А потом, когда весна приходит, у них оленята рождаются, кушают молоко, доят и кушают молоко. Ну, а потом, когда кукушка прокукует, они собираются всеми этими семьями на одном стойбище и поют, и играют вот бабушек, дедушек, вот песню «Двоида». Семьями на одном стойбище и поют, и играют вот бабушек, дедушек, вот песню «Двоида». Давай, 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 дай, давай, кстати, давай, дай, даварандарко, давай, дай, давай, 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 дай, давай, кстати, давай, дай. Вот эта песня тоже, словами тоже, как, где живут, что делают, тоже длинные. Ага. Это наш хоровой танец. Короче, песни такие же бесконечные, как наша жизнь. Да. Да, вот да. Как живут, о том и поют. Правда? Вот самое Эвенки, интересное. песни и танцы, они очень много их, потому что эвенки всегда активный народ, всегда живучие, всегда в движении, и все везде сами что-то добывают. И всегда в хорошем настроении. И всегда в хорошем настроении. Как я уже говорила и всегда повторяю, и всегда радуюсь тому, когда слышу это, когда читаю про это, что эвенков всегда называли ученые аристократами Сибири. И всегда любили украшать свою одежду, и всегда носили ее, кстати, очень с достоинством таким большим, и всегда обращали внимание на внешнюю сторону одежды. Мы продолжаем наш разговор с мастерицами. И Якимовна Герис, она руководитель общественной организации «Аборигенка». Наша организация образовалась в 1995 году.
мы решили сорганизоваться, женщины собраться, и наша цель была возродить, там, восстановить наши национальные костюмы, наши традиции, все это мы хотели это объединиться и воссоздать. Мы учимся у наших мастериц, у них и делать меховые изделия, из бисера мы стали очень хорошо вышивать. Ну, все, в общем, идет к лучшему. Мы с нашими работами ездим каждый год на выставки. Ну, здесь в городе сначала участвуем, потом победители наши едут в Москву на «Сокровища Севера», где ежегодно проводится конкурс «Сокровища Севера» для малочисленных народов Севера. И вот мы всегда там занимаем призовые места, гран-при всегда приносим. И наша работа ценится очень высоко. И вот мы на основе вот наших работ и решили какие-то вот методические пособия сделать и создать. Наша организация 3 раза выигрывала конкурс грантов президента Российской Федерации. И вот в итоге мы сначала издали вот такую нашу книгу, немножко, ну, а потом в прошлом году, когда мы выиграли грант президента России, фонд культурных инициатив, сделали вот такой. Это у нас работала в основном наша народный мастер Антонина Степановна Христофорова. Вот она на научной основе все сделала, все показала. И вышла у нас уже 2-я книга. Якимовна, скажите, а молодежь вы как привлекаете? Как-то вот их тоже же обучаете, наверное, да? Ну, какие-то кружки проводятся? Ну, у нас это ежегодно у нас проводятся мастер-классы. Или если мы какой-нибудь конкурс выиграем, то у нас всегда школы, вот, ну, воскресные школы бывают, делаем. И приглашаем там молодежь, ну, многодетные семьи, ну, социально незащищенных в основном. Привлекаем и работаем с ними. Учим, Обучаете, как это бунты шить, как надо в наших зимних условиях. Надо всегда меховые одежды. Вот меховая одежда у нас сейчас нынче очень это пользуется спросом. И очень люди хотят научиться этому. Шить сами Шить себе. сами себе, бунты, шапки. Надежда Петровна, вы в нашей организации, в Энкийской ассоциации не очень давно, да? Ага. Но, тем не менее, уже стали заметны своими работами, своими изделиями. Я из Оленёвского вуза, поселок Шевинда. Я приехала в 2017 году и начала участвовать на всех выставках. Потом вступила в организацию «Аборигенка», и с тех пор я с ними вместе пою. И я была в 2020 году в «Сокровище Севера» на выставке. И я в основном занимаюсь бисероплетением. Вот у меня сумочка из остатков обуви. Ничего не выбрасываем, все. Все идет в дело. Да, все дело. И вот я вижу конкретно вы, видимо, жизнь эвенк с оленем. Да? Вот да. это вот решили, потому что эвенков без оленей не может быть. Если олень, значит эвенка, венк, Вот. значит олень рядом. И вот всё ручка вместе. такая. И я делаю вот эти украшения, налобники. Из бисера все, да? Ага. И учу своих дочерей, внучек. Они занимаются, сейчас делают заказы. Да? И тоже бисероплетение, да? Я смотрю, на вас очень интересный костюм, уже не такой, как у всех, с бисером или еще с чем-то, а вы украсили немножко по-другому. Почему вы так сделали? Ну, я тоже приехала из Оленька, Оленевский Авенкийский национальный район, село Живенда.
Ну, у нас в основном суровый климат, да, там северное сияние всегда постоянно играет и холодные морозы. Из этого северного сияния вот сделали этот узор, чтобы все цвета радуги, или все цвета северного сияния. Потому что мы обожаем. У нас холодные, долгие эти зимние морозы, а лето очень короткое. Мы в основном видим северное сияние. Вот поэтому мы это украсили. Я там в Желенде, когда жила, я занималась, пела там, у нас там народный долгано-венкийский фольклорный ансамбль «Арк». И я там участвовала. И мы в этих такие костюмы шили. Ага, это из робдуги, и вот натуральные. Ага. И, цвета как бы это из северного сияния. Поэтому Очень оригинально, кстати. делаем. Ну, в основном я занималась, когда я со своими родителями, мы ездили по тундре, когда я маленькая была. И меня шила моя бабушка, и я постоянно видела, как она шьет. Она в основном из меха шила. И потом моя мама тоже шила из меха, там всякие разные дахунгын, сангынях, это хупади, да. А потом она участвовала, моя мама, тоже в выставках, и она стала мастером народно-художественных промыслов. И она с нами нету, и я до сих пор храню ее работу. Ну, дахунгын. И вот и один из этих ковриков моей мамы, вот. А, это мама шила, да? Мама шила. Потом, это моя мама шила, а вот кругленькие она меня научила вот шить. Такие кругленькие. Вот это вот ваша работа, вот да? уже мои работы пошли. Вот. Но тоже видно, что из кусочков, да? Из сделаны? кусочков, из лапок кусочков. Ага. Вот видите, как Кругленькие. красиво, солнышко. Ага, вот она сделала, еще у меня дома там осталось, и вот ее работа. А потом вот эти уже кругленькие мои работы пошли. А в основном я занимаюсь тоже бисером. И я в прошлом году тоже стала мастером народно-художественных промыслов. И, ну, мои работы в основном из бисера, да. Я всегда участвую, вот благодаря и мне тоже я дважды участвовала в этом в Москве. Сокровища Севера были. И вот одна из моих работ, вот такие стилизованные костюмы я шью. Из бисера. И тоже, как мама, начинаю шить вот из меха. Делаю немножко. И из робдуки тоже. Ну, начинаю. Мы продолжаем знакомиться с нашими мастерицами. И сейчас вы видите красивое платье и очень красивый такой эвенкийский костюм, который шила Антонина Степановна Христофорова, одна из эвенкийских известных мастериц. Она тоже является членом организации «Аборигенка», всегда участвует во всех мероприятиях эвенков, всегда представляет свои изделия, ну и всегда, конечно, занимает призовые места. Антонина Степановна, пожалуйста, скажите, а вы сами родом откуда? Я сама родом из Сунтара. Это совершенно якутскоязычная среда, но как только я вот в детстве стала осознавать, что есть люди там русские, якуты, какие-то еще другие, от мамы я слышала, что мы тунгусы. Она вот родилась в Пербогачинском районе. И совсем маленькой ее вывезли в Тойхая, и она там воспитывалась. А потом уже судьба ее перебросила в Сунтарский улус, поэтому она была лишена вот своего родной среды, да. И я с возрастом только вот осознала это, что я являюсь продолжательницей ее вот, ну, это мамы моей, да, потому что я очень на нее похожа, во-первых,
И она мне с самого детства говорила, что мы эвенки. Ну вот эвенки не говорила, тунгусы, тонгустар быть дети. И она про этот Эрбегачен мне рассказывала. Я знала, что это и где это. Поэтому я вот с возрастом, уже выйдя на пенсию, встретила Ию Кимовну и сразу примкнула к этому движению. И пытаюсь таким образом наверстать, наверное, то, что она вот в своем детстве, да, потеряла. Мгм. Скажите, а вы когда начали шить? Кто вас научил? Мама все-таки или вы сами как-то? Нет, мама работала сначала в колхозе, потом в совхозе, у нее совсем не было времени, но когда ей время, она как-то отрывала, да, от работы, и она шила из бисера. Бисер она так берегла, каждый бисер у нее прямо в таких этих из-под лекарств этих бутылочках были. Мы на нее даже не покушались. И вот, Тогда же бисер был прямо на вес ага, золота. на вес золота было. Ага. И она шила. Оленей она шила, снежинки. Тогда такая мода была. И, конечно, и знакомые всеми эти узоры, которые сейчас называются по-якутски тангалай ою. На этих унтах она вот эти вот свои шила. Мгм. И вот когда вы начали сами шить вот такие изделия? А сама серьезно начала шить, только вот, выйдя на пенсию, и встретила Ию Кимовну, она сразу меня вовлекла, и сразу пошло дело. В основном я люблю аксессуары шить. Вот, например, вот он имеет форму нагрудника. Он уменьшенная вот форма нагрудника, стилизованная под современную одежду. Вот нагрудники же у нас вот такие, Да, да? да, Здесь да, да. завязка, и также вот одевается на шею. И вот так именно И вот такие форму я эту очень люблю, потому что она нам идет очень. Ну, фигуру она как бы удлиняет как-то. удлиняет, стройнит. Мгм. Ну и, конечно, знаменитая. И лапу гагары самый знаменитый наш орнамент. У всех на старинных изделиях мы и во всяких музеях видим, сами бывали в музеях, и в книгах видим. И вот этот старинный узор лапа гагары, он везде есть. Везде есть. А как вы думаете, почему? Ну вот миф говорят, что Гагара, когда вот потоп всемирный был, весь мир ушел в воду, под воду, и только вот эта одна Гагара смогла достать ил из воды, и оттуда вот образовалась земля. Поэтому Такой эвенки, миф. да, Ага, этот миф, и боготворят. эвенки поэтому чтут Гагару, потому что благодаря ей появилась наша Земля. земля Долин-Буга, на которой мы живем и радуемся.